Духовное возрождение и формирование единой идеологии в стране. Сейчас это одни из главных пунктов в реализации национальной политики России. Активную работу начали вести и на региональном уровне. Круглый стол во Владикавказе собрал представителей всех конфессий и национальных обществ. Участники встречи особо подчеркнули, что в 90-е после развала Советского Союза духовное развитие общества ушло на второй план. Теперь приходится все наверстывать. Начинать, по словам специалистов, нужно с самого юного возраста. Кроме того, необходимо усилить работу на уровне муниципалитетов. У России многовековой опыт сосуществования разных народов, а Северную Осетию и вовсе называли лабораторией по изучению межэтнических отношений. Сейчас республике нужно делиться положительным опытом. Эксперты подчеркивают, что в Европе политика мультикультурализма провалилась. Страны взяли курс на ассимиляцию народов, а в этом случае теряется их национальная самобытность. В Северной Осетии такой проблемы нет. Да, наше министерство, как орган государственной исполнительной власти, естественно, работу ведем именно в этом направлении, чтобы все конфессии, которые у нас находятся, чувствовали себя свободно, они развивались. Мы создаем для этого условия. И, естественно, взаимодействие между ними даже и между нами, естественно, ведется очень тесно и плодотворно. И наша работа, я думаю, заключается в том, чтобы создать для них все необходимые условия для того, чтобы они могли реализовывать те планы, проекты, которые у них есть. Особое внимание сосуществованию мировых религий и традиционных осетинских верований. По словам духовников, есть некая напряженность, но ее пытаются снять. В частности, проводят службы на осетинском языке. Сейчас в республике строятся сразу 3 крупных храма. Растет количество религиозных организаций, которых за несколько лет стало почти в 2 раза больше. Чтобы не допустить зарождения радикальных течений, участники круглого стола единодушно согласились с необходимостью наблюдать за их деятельностью. В ходе встречи также было предложено усилить исследовательскую работу и даже издавать совместную религиозную газету. Все рекомендации вошли в итоговую резолюцию. Следующим этапом должна стать практическая реализация намеченного. Яна Гайгиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.